Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Республиканской клинической больнице номер 3 в прошлом году открылся Центр предиктивной медицины и биоинформатики. С какой целью открылся такой центр и каковы первые результаты деятельности, гостья студии Зоя Рудых, клинический фармаколог Центра предиктивной медицины и биоинформатики Республиканской клинической больницы номер 3. Зоя Александровна, здравствуйте! Добрый день. Что представляет собой фармакогенетика? Фармакогенетика – это раздел клинической фармакологии, изучающий генетические особенности фармакогенетического ответа на лекарственные препараты пациента. Данный вид исследования применяется для того, чтобы заранее определить у пациента, какой тип метаболизма на лекарственные препараты. То есть, когда пациент принимает лекарственные препараты, мы всегда ожидаем какой-то эффект. Это положительный эффект на лекарственный препарат, то есть он должен помогать пациенту лечить его. А также есть еще одна сторона лекарственных препаратов – это нежелательные лекарственные реакции. И вот фармакогенетика нам помогает предугадать уже до того, как пациент начинает принимать лекарственные препараты, какой лекарственный препарат ему больше подойдет и какие нужно ожидать нежелательные лекарственные реакции. Этот вопрос уже задается испокон веков, как начало развиваться врачевание. И вот сейчас у нас есть такая возможность проводить фармакогенетические исследования и назначать лекарственные препараты индивидуально для каждого пациента, выбрав препарат и дозировку препарата. А какие исследования проводятся для выявления фармакогенетических особенностей пациента? Для этого используется, так скажем, инструмент, самый основной фармакогенетических исследований – это фармакогенетический тест. Данный тест проводится у пациентов с забором венозной крови. Притом подготовки никакой не требуется. Пациент может в любое время дня подойти и сдать этот анализ. И данным тестом исследуются генетические особенности метаболизма лекарственных препаратов. Это ферментативная активность организма, это белки, которые вырабатываются организмом для метаболизма лекарственных препаратов, и они закодированы генами. И вот мы исследуем эти гены и выявляем полиморфизмы, то есть определенные какие-то нарушения, которые могут привести либо к быстрому выведению данных лекарственных препаратов, либо наоборот замедляя эти действия. Если действие увеличено в какой-то степени, метаболизм более такой быстрый, значит нашему пациенту потребуются более высокие дозировки лекарственных препаратов для достижения клинического результата. Если метаболизм медленный, значит пациенту потребуются более низкие дозировки для исключения нежелательных лекарственных реакций на данный препарат. Также, пациенты у нас наблюдаются в центре, и мы наблюдаем, если есть какие-то побочные явления, мы можем скорректировать эту дозировочку данных препаратов. А как можно сдать такой тест? Этот тест сдается по рекомендациям лечащего врача, если есть на то показания. Но показаниями к данному тесту чаще всего является это наличие применения пациента большого количества лекарственных препаратов, так как ожидаемые нежелательные реакции могут проявляться чаще в этих случаях. А также для пациентов, которые планируют определенное лечение определенными лекарственными препаратами, которые имеют большие побочные реакции, могут вызвать у пациента. И пациент приходит к нам в центр, сдает кровь с направлением. Мы этот биологический материал направляем в нашу генетическую лабораторию, где проводится исследование ДНК. Результат потом поступает к клиническому фармакологу в центр, и уже клинический фармаколог по результатам проводит интерпретацию и выдает заключение. Пациент потом с этим результатом может подойти на консультацию к клиническому фармакологу, либо получить этот результат и пойти к своему лечащему врачу.
Мгм. А вот вы сказали, что этот тест можно сдать по направлению и по каким-то показаниям. А если вот человек просто хочет лично вот сдать, и бесплатно ли это? Если пациент хочет лично сдать, то, к сожалению, этот тест платный, если нет показаний. Он может подойти тоже в наш центр и обратиться с такой просьбой. И это будет тоже выписано направление определенно, на какие лекарственные препараты он хочет сдать. И затем будет выдан генетический паспорт определенного направления панели. Там, либо это на статины сдает, либо антикоагулянтная терапия, либо какие-то другие лекарственные препараты. Мгм. На какие лекарственные препараты проводятся фармакогенетические тесты? В нашем центре проводится фармакогенетическое тестирование, порядка 30 наименований лекарственных препаратов. Это в первую очередь антикоагулянты, это лекарственные препараты, которые назначаются пациентам для лечения либо профилактики тромботических осложнений. Например, такие пациенты, которые имеют нарушение ритма сердечного с фибрилляцией, вынуждены пожизненно принимать лекарственный препарат варфарин, который действует на коагуляцию, то есть снижает коагуляцию и предупреждает образование тромботических осложнений. Также это пациенты, имеющие протезированное сердце с протезированными клапанами сердца. Эти пациенты тоже пожизненно должны принимать антикоагулянтный препарат варфарин. И вот как раз на этот препарат проводится фармакогенетическое тестирование. И здесь рассчитывается индивидуальная доза препарата, значит, учитывая тоже индивидуальные особенности пациента, это как рост, вес, какие лекарственные препараты он принимает, какое у него изначально МНО на период исследования, и определяется тестирование. И этот пациент у нас принимает варфарин и контролирует свое, значит, состояние крови. Состояние крови определяется по результатам МНО, то есть это нормализированное международное отношение, которое показывает, в каком состоянии находится коагуляция крови. То есть либо это склонность к кровотечениям, когда низкая коагуляция, либо наоборот, это склонность к тромбозам. И здесь вот нужно как раз вот подобрать такую дозу, чтобы попасть вот в этот терапевтический диапазон. Так как если концентрация лекарственного препарата будет слишком высокая в крови, то пациент у нас просто получит осложнения в виде различных кровотечений, начиная с мелких и кончая очень большими, обширными, которые требуют даже хирургического вмешательства. Если будет низкая концентрация данного препарата, то пациент у нас может получить такие осложнения в виде тромботические. Это чаще всего при фибрилляции предсердий это кардиологические инсульты. Инсульты это очень опасные, приводят не только к летальным исходам, но и часто к инвалидизации пациента. Поэтому они вынуждены, нужно сдавать этот тест, контролировать нормализированное отношение и принимать лекарственный препарат соответствующей дозировки, которые требуются пациенту. Также эта группа препаратов у нас очень такая на слуху, наверное, у всех. Это статины у нас. Лекарственный данный препарат применяется для профилактики сердечно-сосудистых осложнений, то есть для снижения холестерина в крови. Ну, все знают, наверное, что это очень опасные холестерины. Они образуют тромботические бляшки в сосудах и приводят к различным заболеваниям сердечно-сосудистым, тоже приводящим к очень нехорошим последствиям. И вот лекарственные препараты тоже требуют определенной дозировки. Если пациент принимает недостаточной дозировки данные препараты, статины, то у него происходит дальнейшее развитие атеросклероза и усугубляется его состояние. Поэтому необходимо этот холестерин контролировать, назначать своевременно лекарственные препараты. И вот проводя фармакогенетический тест, мы определяем начальную дозировку данного препарата. То есть мы уже не подбираем в течение нескольких месяцев пациенту дозу необходимую лекарственного препарата, так как эти препараты имеют большое количество нежелательных лекарственных реакций, поэтому у нас терапевты, как правило, всегда боятся его назначать в высоких дозах и начинают с минимальной дозировки. И процесс подбора этой дозировки может продолжаться даже в течение года.
а в течение года, извините, может и развиваться его заболевание основное. Поэтому мы проводим фармакогенетический тест, определяем сразу первоначальную дозу, назначаем пациенту и контролируем. Также у нас открыт эпидемический кабинет, где эти пациенты находятся на контроле и постоянно наблюдаются. Также такая большая группа лекарственных препаратов у нас проводится. Это ингибиторы протоновой помпы. Это лекарственные препараты, необходимые для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Также здесь аналогично определяется дозировка первичная и контроль лечения проводится. И еще дополнительно, значит, мы проводим на сахароснижающие лекарственные препараты тестирование, на гипотензивные препараты, на препараты, значит, влияющие на иммунитет. Это иммуносупрессивные препараты, которые назначаются пациентам при трансплантации органов, таких как печень, сердце, почки. Очень такие широко тоже используются препараты, так как трансплантология у нас сейчас занимает тоже определенное место в медицине. А врачи каких специальностей чаще всего направляют людей на такие тесты и с какой частотой они проводятся? Ну, учитывая то, что мы работаем очень обширно в нашем центре, проводим различные обучающие мероприятия, проводим лекции, читаем. И врачи у нас в республике Саха довольно такие грамотные и пользуются широко данными тестами. Чаще всего, конечно, это у нас кардиологи, которые занимаются антикоагулянтной терапией, как раз то, что мы рассказывали сейчас с вами, да? Это терапевты, назначающие гиполипидемические препараты для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это у нас трансплантологи, которые назначают иммуносупрессивные препараты, и хирурги, которые лечат тромботические заболевания. Это очень часто применяют в своей профессии. А сколько всего существует генетических типов? Генетических типов делят генетические типы на 3. Это нормальный тип метаболизма, значит, умеренный и низкий, средний и низкий. Ну вот, как я уже вначале рассказывала, что при низком типе метаболизма идет накопление лекарственного препарата в крови избыточно, и за счет этого могут проявляться неблагоприятные лекарственные реакции. Также, если это у нас быстрый тип метаболизма или нормальный, лекарственный препарат выводится быстро, и здесь требуется корректировка и назначение лекарственных препаратов для достижения эффективности лечения. А где можно ознакомиться с более полной информацией? Полная информация у нас размещена на сайте Республиканской клинической больницы. Также можно обратиться в наш центр, либо лично, либо позвонить по телефону. И мы обязательно проконсультируем, не оставим ни одного обратившегося без внимания. Проконсультируем по необходимости по всем вопросам. Зоя Александровна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. До свидания. О работе Центра предиктивной медицины и биоинформатики мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.